Под занавес кровавой кавказской бойни обездоленные скитальцы в поисках спокойной мирной жизни уходили подальше от войны. На кабардинскую землю абазины-озовы пришли в начале 60-х годов XIX века. На берегах Малки по течению Куркужина и на Баксанских равнинах они нашли свою вторую родину. Тысячелетиями, и это не преувеличение, абазины и кабардинцы тесно общались друг с другом. Мало того, эти два народа когда-то были единым этносом. Когда кабардинцы во время Столетней войны оказались на грани выживания, именно благодаря абазинам народ возродился. Главный князь Кабарды расселил у себя 38 абазинских аулов, и поэтому мы обязаны об этом напоминать, мы должны об этом помнить. Народные песни не слагались случайно и о случайных людях, их сочиняли в честь героев. Таким был легендарный Мурат Озов. Принято считать, что он являлся последним представителем древнего адыгского института наездничества, хотя многие его считают абреком. Устные источники предания рассказывают о конных наездах, о добыче, которую он отбирал у богатых и раздавал бедным. Мурат Озов не вымысел, он действительно существовал. Родился в 1858 году недалеко от Георгиевска, в селении Калядас. Известны имена его родных. Отца звали Дзу, мать была из рода Ныровых и, по рассказам, отличалась необычайной смелостью. Были у Мурата и старшие братья Залимджари и Бачмырза. Сохранилось единственное фото Мурата Озова, сделанное фотографом тюрьмы «Белый лебедь» в Пятигорске, из которой Озов совершил побег. По рассказам, Озов побывал в сибирской каторге, куда попал благодаря одному своему знакомому. С каторги он также сбежал и дошел до Турции в поисках скрывавшегося там доносчика. По одним сведениям, последний расплатился кровью, по другим выжил благодаря заступничеству адыгской хасы, которую Мурат Озов не уважить никак не мог. Последнее упоминание о народном герое не датировано. Известно лишь то, что Озов и его друг Кумык по национальности были ранены в схватке с казаками и милиционерами. Мурату удалось вытащить друга из окружения и уйти. Существует версия, что похоронен Озов на одном из сирийских кладбищ. По-разному говорят, я что слыхал, я расскажу. Мы абазинцы, кургужинцы почти абазинцы. Это Ныровы, Макоевы, Гатыжевы, Дыжевы, Озовы и так далее. Почти абазинцы они. Они оттуда выгнаны из своих мест люди. Они сперва приехали у Малки, у реки сразу. Вот по центральной мостке, да, Пятигорск, когда едешь. От этого моста выше где-то 500 метров, они все озовы осели там в этом месте. Оттуда потом разъехались. Всегда интересно прослеживать связь между прошлым и настоящим, особенно когда в роду есть богатая история. Что мы знаем о потомках Мурата Озова, не прямых продолжателей его рода, а родственниках? Ведь в их жилах текла и течет та же кровь. Леуан Озов начал служить еще в Белофинскую и закончил войну в Берлине. Прошел Сталинград, Кёнигсберг, воевал геройски. После военные годы приехал в родное село, на восстановление работал секретарем парторганизации колхоза «Красная Победа». Он всю жизнь благодарил свою первую учительницу за то, что его научил читать, писать.
После Сталинградской битвы Леуана Озова назначили командиром взвода штрафного батальона. Он никогда не прятался за солдатские спины, первым шел в бой, вдохновляя бойцов на подвиг. В то же время в Мартыновских степях Ростовской области в составе 115-й кавалерийской дивизии с фашистами бился политрук Хажмудар Озов. После окончания школы он поступил в партийную школу в Таганрог. В Таганроге он успешно закончил партийную школу и возглавлял партийную ячейку колхоза «Паксаненок». После этого его заметили и его поставили вторым секретарем обкома партии Паксанского района. После этого у него был бронь. И, несмотря на это, он добровольцем пошел на фронт. Солдат посадили на поезд и повезли в Ростовскую область. И 29 июля 1942 года они вступили в бой в слободе Большая Мартыновка. Около 4000 из 5500 человек погибли в первом же бою. Это та самая схватка, где кавалеристы шли в упор против немецких танков. Таков был приказ. Мой дедушка был ранен. И когда они отходили, он отпустил своих ребят, сослуживцев, и он сам остался у местной казачки Ситниковой Агриппины Сергеевны. Он всех их им приказал, чтобы они спустились в погреб, и сам отцеливался до последнего патрона, последнюю пулю он пустил себе в висок. Из воспоминаний Агриппины Ситниковой. Мы просили его переодеться и хотели спрятать, так как немцы уже подходили к дому. Он отказался, выбил оконное стекло автоматом и стал отстреливаться до последнего патрона. Я благодарен судьбе, коли ему было суждено погибнуть, что он погиб именно на ростовской земле. Мы же с вами были там, вы же прекрасно видели, какое отношение жителей этой Большой Мартыновки к нашим захоронениям. Они чтят память наших солдат, наших героев, которые сложили свои головы в царских степях. Немцы запрещали хоронить убитых красноармейцев, поэтому Агриппина Ситникова похоронила Хажмудара Озова ночью у себя во дворе. Перезахоронили политрука в 1971 году в братскую могилу. Одна из улиц селения Большая Мартыновка носит имя Хажмудара Озова. До меня туда ездил отец, а теперь я практически каждый год бываю в Большой Мартыновке. Там я знаком со всеми главами, заместителями, директорами школ. Они делают большую работу. Там в Большой Мартыновке главная улица названа улица Кабардино-Балкарская, и пересечение Кабардино-Балкарской переулок Озова. Там музей, посвященный 115-й кавалерийской дивизии. Очень я им благодарен всем тем, потому что они очень хорошие люди, отзывчивые, порядочные. Все делают, чтобы подрастающее поколение не забывало память о наших земляках. Взаимоотношения абазин и кабардинцев, их давнее родство для Руслана Кармова представляет большой интерес. И не только потому, что Кармовы вышли из абазин. Он мечтает о том, чтобы давние утерянные связи между двумя народами вновь обрели силу. Просматривая архивные фонды Москвы, он наткнулся на редкую киноленту, на которой запечатлен конный пробег вокруг Кавказского хребта, совершенный в 1935 году. Оказалось, что один из его участников – Тимиркан из рода Озовых. Я старший внук Тимиркана, о ком хотим сегодня рассказать. Тимиркан прожил интересную жизнь. Отец его очень был трудолюбивый. Он их приучил к труду так, что они
это дело, в смысле вот это животноводство в основном, вели очень аккуратно. До того трудились они, разбогатели, можно сказать. В то время колхозы начали создаваться, и с правительства приехали в село собрание вести, чтобы люди сдали в колхоз свои лишние имущества. Ну, в смысле, животные. В основном тогда богатство считалось, сколько лошадей, сколько скота, сколько овец у человека есть, это считалось. Отец Тимиркана Исхак встал во время собрания и заявил, что намерен сдать все свое имущество в колхоз. Односельчане посчитали его сумасшедшим тогда. Сказали даже, Исхак с ума сошел, он хочет сдавать свое богатство государству. Но это вовсе не так было. Список составили, все сдал он, все, что имел, ему оставили минимум для жития, для своей семьи. И его оставили старшим на фермах, которые имел он. И дали людей работать, корм начали помогать, давать там. Как оказалось, Исхак Озов, сдав свое имущество, поступил мудро и дальновидно. Вскоре и сыновья его подключились к работе и стали помогать отцу. Призванием Тимиркана оказалось коневодство. Он увлекся сильно, занимался только лошадьми. И так шло время, и как писали много раз, правительство пришло письмо для проверки, для испытания лошадей кабардинских. Надо было организовать группу в селении и лошадей тоже выбирать. Из группы, из этой, еще выбрали только Тимиркана, потому что он наездник был сильный, он знал лошадей, он выводил их. Лучше его, в общем, кандидатуры не нашлось в селении. Для испытания кабардинской породы лошадей было решено устроить пробег вокруг главного Кавказского хребта по маршруту Пятигорск, затем Сухум, Тифлис, Баку, Махачкала, Нальчик и вновь Пятигорск. В конном пробеге участвовали колхозники Северокавказского края. 8 человек представляли Кабардино-Балкарию. Это мероприятие было одним из интереснейших, равных которых в истории коневодства не было. Сложность заключалась в том, что не только в дистанции, в количестве участников, но и в том, что оно проводилось в зимних условиях. Конный пробег проверял готовность лошадей и всадников к чрезвычайным условиям в различных климатических зонах. Кроме того, учитывалась военная напряженность, обстановка. Итак, конный пробег стартовал. Из Пятигорска к горам Карачаево-Черкесии двинулись 39 всадников. Предстояло пройти Клухорский перевал. Зимой, а пробег стартовал 11 декабря 1935 года, Клухорский перевал никогда еще никто не переходил. Когда переходили конники этот перевал, по материалам газеты «Правда» февраля 1936 года было написано, что их встретил внизу седой сван, которому было 132 года. И он рассказывал, и в газете было написано о том, что никогда не видел, чтобы кто-либо зимой на коне переходил Клухорский перевал. Он писал в газете, что вот эти конники – горные орлы. И был восхищен тем, что они преодолели Клухорский перевал в зимних условиях. Протяженность Клухорского перевала была около
16 километров. И они это преодолели в течение 17 часов. Там надо было трехметровый снег, надо было убирать, или лед ломать надо было, где-то камень надо было ломать и так далее. Очень трудно было, короче. Ветер, метель, мороз 22 градуса. Когда они поднимались наверх, то лопатами прочищали себе путь. Толщина снега составляла около 3 метров. Они думали, что при спуске будет легче, но оказалось, что тяжелее, поскольку на той стороне был лед. И очень сложно было спускаться. Тем не менее, эти трудности их сплотили, и они преодолели. О том, насколько труден был маршрут пробега, свидетельствуют факты. Один из представителей карачаевской группы погиб, сорвавшись в пропасть. Кроме того, представитель нашей республики Озов Темиркан тоже получил перелом ноги, однако он не сошел с дистанции, получив первую необходимую помощь, продолжил маршрут. Во время переезда там, перехода через перевал, его лошадь упал, и нога осталась его под лошадь, и они начали спускаться с этой вершины по льду. И привал должны были сделать в одном месте. Остановились. Он до этого не сказал им, что у него перелом, даже не сообщил. Остановились, а у него нога болтается. На уговоры врача вернуться домой Темиркан Озов ответил отказом. Ночью он спустился в близлежащее селение, нашел там Костоправа, и тот наложил ему мягкую повязку. После короткого привала конники отправились дальше. С переломанной ногой на коне Темиркан Озов вместе со всеми обогнул Кавказский хребет, пройдя по маршруту Сухум, Тифлис, Баку, Махачкала, Нальчик. Дошел до исходной точки, откуда стартовал, и лишь потом вернулся домой. Пробег длился 2 месяца. Начавшись 11 декабря 1935 года, он завершился 14 февраля 1936 года. После перелома нога Темиркана Озова зажила спустя месяц. Еще месяц он находился в седле. А село ждал его, даже знали, когда прибудет. Праздник устроили ему большущий. Так закончился его пробег. В общем, в этом пробеге его лошадку посчитали самое лучшее, а его самым сильным, самым выносливым. Ему за этот пробег там дали орден «Знак почета», и там знак, что он участник этого пробега еще. В феврале пробег завершился, и в этом же месяце всадники приняли участие в скачках в Ростове. Темиркан Озов, несмотря на то, что не успел полностью восстановиться, тоже участвовал в соревнованиях. Путь в 600 километров до Ростова всадники преодолели на своих конях. Приехали они в Ростов, там должно было еще продолжаться испытание лошадей. Скачка была там. Со всех регионов самых лучших коней там забрали. Там на скачке он тоже выиграл эту скачку. Победил он там. Победил, и ему Буденный, сам не знаю я, но ему часы там подарили. Так называется. Ну, от Буденного, именные часы ему подарили. Он носил его долго, а потом не знаю, куда делся. Я тоже, пока он живой, мы не занимались его делом, мы все это не откладывали, не ложили, чтобы потом достать. А потом я не нашел эти часы. В мае 1936 года Темиркана Озова пригласили на скачки в Москву. На этот раз добирались на открытом поезде. Темиркан в течение 2 суток ни на минуту не отходил от своего коня. Он рассказывал, говорит, могли навредить, если, говорит, напоят с мылом лошадь,
что все, говорит, от этой лошади ничего не жди больше. Я боялся, говорит, я не спал ночами вместе с лошадью в этом вагоне, говорит, где стояли, я ездил, говорит, до Москвы. На московских скачках лошадь Тимиркана Озова финишировала первой. Это была третья победа всадника из Кабардино-Балкарии. Он оттуда богатым приехал, можно сказать, что до того это ценилось сильно. Приехал оттуда, дальше жили. Жизнь в этом доме изменилась благодаря этой лошади и дедушке. Своих сыновей, у него 3 сыновей и 3 дочек было, сыновей он выучил. Тогда трудно было это дело сделать. 2 сына, мой отец и Малил, его следующий отец, этот брат, работали в школе почти до смерти, можно сказать, учителями, директорами и так далее. Вот так жили. Еще один кабардинец с абазинскими корнями, прославивший родное село, Николай Хитанович Озов. Недавно на его родине в Кубе на площади у Дворца культуры установили мемориал, на гранитных звездах которого золотом выбиты имена достойнейших сельчан. Николай Хитанович в числе первых. Около 20 лет он возглавлял колхоз Кубы. Его запомнили как самозабвенного труженика и одаренного руководителя, уважаемого не только в Кабардино-Балкарии. Я прекрасно помню, что в наш колхоз приезжали гости из соседних республик, Абхазии, Адыгеи, даже из Сирии и Иордании. Папа был очень гостеприимным, радушным человеком и всегда с трепетом, с большой любовью воспринимал любое начинание. Николай Хитанович Озов удостоен множества наград, перечисление их займет слишком много времени. Самая большая награда – это добрая людская память. Он ради меня, по-моему, на все был готов, потому что он мне потихонечку, я вспоминаю, втихаря говорил: «Доченька, я всех люблю, но я тебя больше всех люблю. И ради тебя я на все готов, и все сделаю ради тебя. Ты самая любимая, самая родная, моя кровинушка». Папа был человеком своего слова. Вот он сказал, значит сделал, все. Вы знаете, как сказать, с одной стороны, он был очень требовательный к себе, к своему делу и к окружающим, естественно. В то же время он был в семье совершенно другой. Добрый, мягкий, отзывчивый. Под началом Озова колхоз селения Кубани сходил с передовых позиций. В селе были построены и работали кожгалантерейная и обувная фабрики. Рабочими местами жители Кубы обеспечены были полностью. Он всегда протягивал руку помощи. Если человек попал в беду, он лично сам был как бы инициатором, проявлял благородство, протягивал руку помощи, оказывал непосредственно и материальную, если это надо было. Материальную, естественно, он оказывал многим сельчанам. Это действительно было так. Люди знали, что в случае чего в селе есть человек, к которому можно обратиться за помощью. Эта помощь последовала бы незамедлительно. 4 семьям по распоряжению Озова были построены жилые дома. Сегодняшнее повествование о достойных людях из рода Озовых, но не это главное. Мы хотим напомнить о происхождении Озовых. Корни у них абазинские. Мы хотели напомнить о родстве адыгов и абазин. Вышли-то мы из одного народа.